Здравствуйте, я хотела бы переписаться. Здравствуйте. По какому адресу проживаете? Адрес, возраст, семейное положение. Для каждого жителя подготовлено 33 вопроса. Одной из первых на стационарный участок в Казани сегодня пришла Лидия Калимуллина. Ожидала очередь, но к специалисту попала быстро. Близкое место расположения с работой. Очень удобно. Поэтому решила сюда прийти. И пока народу мало. Я переписала не только себя, а всех членов своей семьи, так как мы живем одним домохозяйством. Такие стационарные пункты сегодня заработали по всей стране. В республике их больше 400. Адреса можно узнать на сайте Татарстанстата. На участках у людей не спрашивают ни паспорт, ни других документов, удостоверяющих личность. Для анкеты достаточно ответить устно. Участие в переписи населения – это важное мероприятие. Я решила сегодня в первый день принять участие. От итогов переписи зависит будущее не только страны, но и моих детей, моей семьи. Перепись должна была пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии ее перенесли. Нынешний опрос впервые проходит в цифровом формате. Пройти перепись можно даже во время прогулки, находясь на улице. Для этого достаточно иметь мобильный телефон с выходом в интернет. С помощью гаджета самостоятельно заполняем опросные листы на портале госуслуг. После этого вам дадут QR-код, который надо будет показать переписчику, который придет к вам домой. Переписаться на портале госуслуг можно будет до 8 ноября. В офлайн-формате в Татарстане переписчики начнут обходить квартиры с понедельника. Сейчас они проходят экспресс-обучение. Синий шарф и жилет, планшет, сумка и обязательное удостоверение действительное только при предоставлении паспорта. По такой экипировке можно узнать переписчика. Переписчик идет по согласованному плану, он дойдет до всех жилых помещений. И если на какой-то момент времени в данном помещении не будет жителей, он оставит листовку с адресом стационарного участка и телефоном, по которому наши жители смогут связаться и обговорить возможность прохождения переписи. Во время опроса жителям также предстоит заполнить графы национальность и родной язык. К ответам переписи нужно подойти ответственно. Многие вопросы заранее обсудить на семейном совете. Это возможность оценить, как за 10 лет изменились численность, состав и условия жизни населения страны. Полученные по итогам переписи данные будут учитываться при разработке социальных и образовательных программ. Точно данные о численности населения дают возможность рассчитать потребности в детских садах, школах, больницах, определить, где в каком населенном пункте есть необходимость постройки данных сооружений. Перепись продлится до 14 ноября. Весь период кампании работают номера горячей линии, в том числе юридическая, Всемирного конгресса татар. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.